В этом году в России начинается новая масштабная программа по переселению граждан из аварийного жилья. Согласно новым правилам в законодательстве, теперь обеспечивать людей жильем будут регионы. В реестре аварийных домов в Якутии более 3000 объектов, подлежащих сносу. О том, как будет строиться работа по переселению и с какими результатами завершилась прошлая программа, выясняла наш корреспондент Ульяна Шагина. Якутия поставила себе амбициозную цель – ликвидировать более 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Для городов и улусов это масштабное обновление жилфонда, а для людей – новое комфортное жилье. В новый реестр попали почти все двухэтажные деревяшки, которые типичны для всех улусов республики. В одной из таких деревяшек в столице республики проживает семья Фердинандовых. Жители этого дома по улице Клары Цеткин, 1 в Якутске уже 7-й год ждут долгожданного сноса. Дом был признан аварийным еще в мае 2012 года и не попал под первую программу переселения. Наша съемочная группа уже не в первый раз приезжает по этому адресу. Каждую весну первые этажи этого дома уходят под воду, а у жителей уже просто не осталось сил бороться с управляющей компанией. Николай Фердинандов живет в этом доме с 2003 года с матерью-инвалидом. Их квартира находится на 1-м этаже, и они с ужасом ждут весны, когда талые фекальные воды начинают топить жилье. 2 раза приподнимали полы, но и это уже не спасает. Ну, вот так ходим в воде. Устали мы бороться. У меня вон мать больная лежит, ей 86 лет. В этой грязи вот это все. Грибки на стенах. Как ему жить дальше? Год переселения жильцов пока неизвестен. Департаментом жилищных отношений Якутска пока уточняются списки собственников и нанимателей. Способы расселения по прежним механизмам. Наниматели получают новое жилье, заключив договор найма с муниципалитетом. А собственникам квартир в аварийном доме предлагается выбор – либо деньги, либо равное по квадратуре жилье. Следить за процессом строительства и расселения, качеством работ на местах будет недавно созданная дирекция жилищного строительства. Исходя из опыта прошлых лет, будем так говорить, да, и было принято решение о создании общей структуры, которая будет в том числе и координировать действия, и контролировать финансовые, скажем так, направления по конкретным муниципальным контрактам и по муниципальным образованиям. Основная проблема – отсутствие квалифицированных кадров как у застройщиков, так и в муниципалитетах. Предыдущая программа по переселению завершилась со значительным отставанием от сроков. В поселке Серебряный Бор Нерингвинского района до сих пор не завершено строительство 5 домов. Муниципальное образование очень тщательно и внимательно должны отработать по категориям граждан, уже с самими гражданами. И именно муниципальное образование определяет, какой вид или способ они для себя считают наилучшим. Проводится экономическая эффективность, как бы проверка, насколько это приемлемо для данного населенного пункта, то есть будет ли это строительство жилых домов, будет ли это выкуп, либо это будет компенсация и так далее. Новая программа расселения из аварийного жилья охватит все районы республики. Проблему в первую очередь испытают северные и арктические районы. Сложное транспортное сообщение, а порой и полное ее отсутствие, в первую очередь ударят по срокам. Правительство республики сегодня разрабатывает четкие логистические схемы, чтобы не было сбоев при доставке материалов. Кроме того, строить надо будет не только дома, но и новую коммунальную инфраструктуру. Разработка более быстрых схем, более четких схем позволяет, конечно, оптимизировать сроки доставки и стоимость доставки материалов, что немаловажно, поскольку, как известно, стоимость квадратного метра достаточно высокая, именно исходя из того, что транспортные ограничения нам не позволяют круглогодично доставлять необходимые материалы. Особое внимание уделяется при работе с застройщиками. Муниципалитеты начали сегодня поиск застройщиков и заключение с ними договоров. У нас, конечно, есть застройщики в республике, которые и строили, и будут строить в отдаленных улусах. Конечно, мы им будем всячески оказывать содействие. Содействие прежде всего коснется помощи в новых условиях действия 214 федерального закона, который с 1 июля этого года предписывает абсолютно все контракты по долевому строительству переводить на эскроу-счета. В республике наибольший объем аварийного жилфонда в Алданском районе – 180 тысяч квадратных метров. В Ленском чуть меньше – 123 тысячи квадратов. Прошлая программа по переселению завершилась здесь с большим опозданием. Тем не менее, многие ленчане получили долгожданные квартиры и живут теперь в полностью благоустроенных домах с отделкой под ключ.
Наш дом находится в центре города. Дом очень хороший. Мы пенсионеры. Где мы бы эти миллионы взяли, да? Я очень довольна квартирой, очень. В разведчике у нас была трехкомнатная квартира, у нас там было 60 квадратов. И здесь у нас трехкомнатная квартира, 60 квадратов. Региональная адресная программа по переселению из аварийного жилья разработана и будет рассмотрена уже на ближайшем заседании правительства республики до конца марта. Якутию ждет масштабное обновление жилфонда, и более 60 тысяч якутян станут счастливыми обладателями ключей от новых квартир. Ульяна Шагина, Якутск.